Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопрос ратификации межправсоглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории Абхазии рекомендован к рассмотрению на сессии парламента. Президент Абхазии Ислам Жани поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В селе Кындых восстанавливают памятники погибшим в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии. О порядке оформления коммерческих и некоммерческих партий цитрусовых и о правилах ввоза их в Россию. «10 ноября абхазская милиция отмечает свой профессиональный праздник. Накануне праздника в МВД прошло торжественное собрание с участием президента Аслана Бжани. Репортаж Алики Трапш. День сотрудников внутренних дел – это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и отечеству. История абхазской милиции насчитывает 103 года. За все эти годы сотрудники МВД не раз проявляли профессионализм, мужество и героизм. В начале торжественного заседания всем собравшимся был показан фильм о работе и достижениях МВД за последние 5 лет. Далее президент Аслан Бжани поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником. Именно вы стоите на защите законности и правопорядка, обеспечивая безопасность граждан и стабильность в обществе. Руководство страны уделяет особое внимание работе органов внутренних дел, улучшению материально-технического обеспечения сотрудников милиции. За несколько лет нам удалось приобрести для работы подразделения МВД около 200 автомобилей, более 1500 единиц необходимых спецсредств, 12,5 тысяч комплектов обмундирования. Заработная плата защитников правопорядка увеличена более чем на 100%. Мы и дальше продолжим оказывать вам всестороннюю поддержку. Особо хотел бы отметить ветеранов, которые внесли значительный вклад в становление современной милиции и являются примером для молодого поколения. Сегодня мы не можем не вспомнить сотрудников милиции, отдавших свои жизни за Родину, а также при исполнении служебного долга по борьбе с преступностью. Мы преклоняемся перед их светлой памятью. Дорогие друзья, желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия вашим семьям. Кроме того, Аслан Бжани подробнее обсудил с сотрудниками МВД вопросы обеспечения безопасности и стабильности в обществе. Не знал о том, что снят фильм, вижу его впервые. Я думаю, что на каждого из вас фильм произвел хорошее впечатление. Это часть того, что было сделано. Это часть того, что мы вместе смогли сделать. В меня это вселяет уверенность, что мы можем сделать еще больше. Вы знаете, я вырос в семье педагогов, был 5-й ребенок, и особо меня не принято было дома хвалить, и не за что, видимо, было. Поэтому я в оценках очень скупой человек. Оценим вашу работу удовлетворительно. Но будем говорить сегодня о тех проблемах, которые решить нам не удалось. Потому что некому, если не вы, эти задачи решать никто не сможет и не будет. Еще раз хочу поблагодарить. На что хотел бы обратить ваше внимание. Вот место, в котором мы сегодня находимся, сейчас здесь, этот зал. Это, на мой взгляд, символ того, что происходит в системе Министерства внутренних дел. Такой зал должен быть в каждом райотделе. Такой зал должен быть в каждом министерстве Республики Абхазия. Но этого нет. Нет по простой причине. По очень понятной простой причине. Мы не смогли на этом историческом этапе в полной мере ответить на тот вызов, который нам сегодня преподносит время. Это обеспечение нашего государства, его экономический суверенитет, развитие экономики. Это то, что необходимо для того, чтобы наше государство уверенно шло вперед. Мы с вами должны обеспечить высокий уровень жизни наших людей. Человеческая жизнь, она короткая. Мы знаем, чем мы располагаем, какими ресурсами, сколько у нас одежды, машин, сколько денег в кармане. Но мы не знаем, сколько у нас есть времени. Никто из нас не знает, что будет завтра. А все хотим, чтобы завтра было хорошо,
чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Для чего я это говорю? По тяжким преступлениям динамика очевидная. Цифры демонстрируют истинное положение вещей. Есть задача, которую мы не смогли решить, это экстремизм, политический экстремизм. Я об этом говорю осознанно, и об этом буду говорить в каждой аудитории. Эта задача сегодня должна выйти на первый план. Постараюсь быть понятным для вас. Государство, президент, правительство пытается в силу своих возможностей привнести в нашу экономическую жизнь необходимые элементы. Мы сталкиваемся с неоправданным противодействием. Мы сталкиваемся с ложью масштабной, с дезинформацией нашего населения. Определенная группа лиц, определенная небольшая группа лиц приватизировала звание патриотов. Только они себя считают патриотами, и только по их лекалам должно развиваться абхазское государство. Значительная часть этих людей уже управляла нашим государством. Только что мы показали фильм, как они управляли этим государством. Тут фрагмент был, выступал генерал Дбар и говорил о том, что деньги передавались за выкуп людей в государственных учреждениях. В администрации президента деньги забирали. Мне лично рассказывал человек, который привез деньги. Ему звонили за выкуп, он ездил по городу в одно место, во второе, в третье. Потом сказали, заедете на площадку администрации президента, шлагбаум поднимется, стоит машина. В эту машину положите деньги. Так и было сделано. Вот что произошло. Вот что может с нами еще раз произойти, если мы, еще раз подчеркиваю, незначительную, отдельную часть экстремистски настроенных людей не остановим правовыми методами. Мы сталкиваемся с очень системной, глубоко конспирированной работой специальных служб во всех направлениях. Кто же лучше вас знает, людей в погонах, как любят нас критиковать за то, что то преступление не раскрыто, это преступление не раскрыто. Я помню время, когда, значит, я был представителем службы госбезопасности, и произошло покушение на президента. Хетце был тогда министр внутренних дел, Сафар Меканба генеральный прокурор. Люди, которые опосредованно были причастны к совершению преступления на президента, приходили к президенту и говорили, что силовиков сняли с работы за то, что они преступления не раскрыли. Так было, да, Александр Михайлович? Да. Насколько эти люди циничны. Они никуда не делись. Они в нашем обществе, они с нами, они хорошо известны, а кое-кто из них облечен властью. Так уже получилось. В этом плане, товарищ министр, уважаемые коллеги, мы с вами не дорабатываем. Это главная проблема. Я не призываю искать ведьм, всех называть врагами. Я хочу просто, чтобы вы на это обратили особое внимание. Вот тут фильм мы посмотрели. Техническое оснащение Министерства внутренних дел, повышение заработной платы на 100% произошло благодаря какому фактору? Российскому фактору. Это не бюджет Абхазии на себе смог вытянуть. Но повысили заработную плату на 100%. Что, она очень высокая? Конечно, не высокая. Этого очень мало. Сотрудник милиции, участковый, оперативный сотрудник уголовного розыска, сотрудник ГАИ. Какую нагрузку он испытывает? Сколько раз его покрывают за день матом? Какое количество он испытывает физического воздействия, чтобы там оскорбить и так далее. И 22 тысячи рублей мы платим. Это нормально? Это ненормально. Когда мы говорим о том, что нам нужны экономические преобразования, что нам нужны инвестиции, их неоткуда взять, кроме как из России. И русский фактор начинает преподноситься как антиабхазский. Слушайте, нам Бог даровал эту возможность. Никто не ставит вопрос о том, что мы должны войти в состав России. Вопрос стоит по-другому. Мы должны воспользоваться возможностями России для построения своего собственного государства. У нас
больше половины трудоспособного населения не имеют работы, не имеют источника финансирования, не знают, на что купить хлеб. Оттуда митинги, оттуда часть преступления, оттуда желание начать торговать наркотиками. Это вещи взаимосвязанные. Поэтому эту задачу нам с вами необходимо решить. Мы должны понять, у нас прекрасный народ, у нас прекрасные представители других народов, проживающих в Абхазии, которые поддерживают народ Абхазии, считают Абхазию своей родиной. Мы на это тоже должны опираться. Но преступники, люди, которые ведут деструктивную, антигосударственную деятельность, должны быть наказаны. Независимо от их этнического происхождения, родственных связей и прошлых заслуг. Речь идет о судьбе наших детей, нашего государства. Тех, кто хочет испортить отношения между Абхазией и Россией, хочет украсть наше с вами будущее. Они хотят нас направить по сценарию Карабаха или Украины. Я очень люблю Россию, но я сейчас не о России забочусь. Есть кому заботиться о России в России. Я забочусь о своей стране и о своем народе. Нас могут подвести к тому, что у нас начнется война. К этому могут нас подвести наши горе некоторые политики, которые претендуют во что бы то ни стало прийти и занять должности. Сотрудники милиции хорошо должны помнить, чем это обернулось, когда это работало в прошлом. Ничего не поменяется, станет еще хуже. Вот сейчас, значит, блокируется решение, которое должен принять парламент. Решение, которое работает только на нас, на нашу экономику. Им наплевать на то, что 6 тысяч человек у нас больны онкологией, что мы не можем каждому из них оказать квалифицированную помощь. Им наплевать на них. 6 тысяч человек, чтобы вылечить, нужно минимум 3 миллиарда рублей. Только на этих 6 тысяч больных. 3 тысячи у нас наркозависимых, 1000 у нас больных туберкулезников и так далее. И видите ли, значит, работа, связанная с привлечением инвестиций, оказывается, угрожает нашей стране. Когда они сами пытались это сделать, но у них это закончилось чем? Они привлекали инвесторов и тут же их воровали на границе. Они же открыли экономическую зону в Гальском районе, бывшее руководство, 7 тысяч гектаров. Хорошая идея, хорошая идея. Почему не работает? Да потому что одного украли инвестора, второго украли, третьего. Кто ж туда пойдет? Программу 25 шагов я, что ли, писал? Я ее поддержал. Там же пункт 3, 5, 6. Что там написано? Дополнительные, значит, льготы для инвесторов. Инвесторы нам нужны. Кинофильм недавно, один из лидеров оппозиции говорит, наше развитие тяжелое связано с тем, что нет инвестиций. Мы должны на рынке привлечения инвестиций стать первыми. Да, правильные слова они говорили, но притворили так, как они умели. Зачем ждать результатов? Когда придет инвестор, что-то построит, что-то сделает, лучше его украсть на границе, с него денег получить, на этом все закончится. Почему я об этом говорю в этот праздничный день? Я хочу, чтобы вы этим прониклись. Нам нужно устроить 50 тысяч человек, им дать работу. Одно рабочее место стоит минимум 8 миллионов рублей. Мы должны вложить в экономику 400 миллиардов рублей, чтобы людей обеспечить работой. Где их взять? В каком кошельке они лежат? У кого? И обязательно параллели, которые не проводят. Обязательно параллели между грузинами и Россией. Хорошо, что здесь все руководители, правоохранители сидят. Уважаемые коллеги, еще раз с праздником. Спасибо вам за службу. Служить вы можете лучше. И будем пробовать создать эти условия. Для этого нам необходимо обеспечить мир, правопорядок и нейтрализовать все, что нам мешает нашему развитию вперед. Это задача номер 1. Я эти слова буду говорить и говорю во всех ведомствах. Не только здесь. Русский фактор для нас положительный и необходимый фактор. Опираясь на него, мы должны построить мощное абхазское государство. Этим ресурсом надо уметь грамотно пользоваться, а не бояться его.
Благодарю за внимание. Министр внутренних дел Роберт Киут поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив важность работы правоохранительных органов. День милиции служит напоминанием о значимости нашей профессии, о том, как важен каждый из нас для безопасности и спокойствия нашего общества. Поздравляю личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Желаю каждому сотруднику милиции профессиональных успехов, служебного роста и благополучия. Наши уважаемые ветераны органов внутренних дел, старшие соратники и наставники, спасибо вам за личный вклад в становление нашей простой ответственной службы. Желаю вам долгих лет, здравия и благополучия. От лица руководства внутренних дел России поздравительный адрес зачитал представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Невзирая на опасность и риск, сотрудники милиции всегда приходят на помощь в самых сложных ситуациях, нередко в чрезвычайных ситуациях. И порой ценой собственной жизни защищают права и свободы граждан, стабильность в обществе, обеспечивают безопасность страны. Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность, что сложившееся между нашими министерствами конструктивное сотрудничество будет и впредь развиваться в интересах наших государств и народов. Желаю вам, уважаемый Роберт Витальевич, всем сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел Республики Абхазия крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия. Москва. Игорь Николаевич Зубов, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации. 10 ноября – это день, когда сотрудники милиции вспоминают своих товарищей и сослуживцев, которые погибли в борьбе за независимость Абхазии, а также в тяжелое послевоенное время вели борьбу с криминалом. Несмотря на все существующие проблемы, сотрудники внутренних дел и сегодня неустанно несут службу по защите права и законности. Сегодня то, что есть, это заслуга всех тех, кто был здесь, находясь на тех постах, а когда война началась, эти люди взяли оружие в руки и пошли отстаивать интересы нашей страны. Поздравляю всех с праздником милиции, успехов в нашей тяжелой, трудной рабочей жизни. Желаю огромных, больших успехов для будущей нашей страны. Указом президента Аслана Абжани ряду сотрудников внутренних дел были вручены очередные специальные звания. Также указом министра внутренних дел Роберта Киут за образцовое исполнение служебных обязанностей отличившиеся в службе сотрудники были награждены медалями. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вопрос ратификации межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики рекомендовано вынести на заседание сессии парламента. Такое решение принято по итогам обсуждения данного вопроса на расширенном заседании Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и полпреда президента в парламенте Батала Айба. Репортаж Рады Чичава. Открывая комитетское заседание, депутат парламента, председатель профильного комитета Алхаз Барциц отметил, что соглашение, ранее подписанное в Москве правительствами Абхазии и России, длительное время обсуждалось в Народном собрании республики. Парламентом был сформирован ряд предложений и изменений к проекту соглашения. Парламентом были сформированы ряд предложений и изменений к проекту соглашения. Впоследствии мы знаем, что был определенный ответ от российской стороны. После этого мы знаем, что правительство предоставило развернутый комментарий каждой поправки, который предлагался парламентом. Я думаю, что мы сегодня на данном заседании все это должны обсудить, озвучить, какие процессы происходили. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что установленный минимальный порог в 2 миллиарда рублей для российских инвесторов – это основной защитный механизм, заложенный в соглашение. По ее словам, предложенные депутатами поправки предусматривали разделение сфер деятельности и снижение объема требуемых вложений до минимальной суммы в 500 миллионов для сельского хозяйства и 1 миллиарда для проектов в иных сферах. Также предусматривалась депутатами возможность определения зон инвестирования в соответствии с распределением по административно-территориальным единицам. И там предусматривалось 6 зон, в рамках которых можно было дифференцировать проекты, соответственно, в привязке к порогу инвестиций. Обратили внимание на то, что
для нас принципиальным и ключевым вообще в процессе подготовки соглашения это было определение минимального порога не менее 2 миллиардов рублей. И я вам, в принципе, вас информировала о том, что у нас вообще была изначальная позиция даже повысить этот порог. Для чего мы это делали? Для того, чтобы создать определенный фильтр, который ограничил бы такое количество проектов. И в таком виде бы они бы не создавали особые конкурентные условия для местного бизнеса. Соответственно, именно исходя из этой логики, мы не поддержали данную поправку и, соответственно, прислали вам позицию по данному вопросу. Также Кристина Озган отметила, что существующий инвестиционный режим, прописанный в законе об инвестиционной деятельности от 2014 года, уже определяет возможность зонирования, а потому предлагаемая поправка не была внесена в проект соглашения. Законодательством установленный инвестиционный режим не в привязке к данному соглашению, он определяет возможность зонирования и минимальных порогов инвестиций для местного бизнеса, который в 5,8 раз ниже, чем тот порог, который здесь установлен. Таким образом, да, это, на наш взгляд, и есть основной защитный механизм, потому что для такого рода проекта порог, я еще раз говорю, в 5,8 раз превышает тот порог, который установлен в соответствии с законом об инвестиционной деятельности. Это один из механизмов защиты местного бизнеса. Далее Кристина Озган отдельно прокомментировала все предлагаемые ранее парламентариями поправки. Спикер парламента Лаша Ашуба подчеркнул, что большая часть поправок, предлагаемых депутатами, не нашли своего отражения в подписанном соглашении. Что касается ряда вещей, связанных с приоритетным правом подключения к электрическим сетям, в названных вами законах прямо это не написано. Это написано опосредованно. Да. Что касается того, что я вначале обсуждал, логика того, что говорили в парламенте, была связана с тем, что в сфере, которая развита, сделать выше порог или вообще ее не включать в это соглашение. К сожалению, мы не смогли этого добиться. Я имею в виду сферу туризма. Хотя вы сами не раз говорили о том, что неплохо бы сделать порог до 5 миллиардов рублей. К великому сожалению, этого не произошло. Что касается того, что наш соответствующий закон был принят с тем, что вы должны уведомлять парламент о намерении подписать соглашение. Да, вы могли и не соблюдать этого, но мы это соглашение обсуждали задолго до сентября 2023 года. И мы говорили о том, что к вам обращались, о том, чтобы вы постарались внести туда соответствующие изменения. К сожалению, этот процесс занял 2 года, и мы не получили того результата, на который рассчитывал парламент. Прокомментировала глава Минэка и вопрос дочерних структур кредитных организаций. И здесь заложена норма, при которой юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, имеет право обслуживаться в данном филиале до ввода объекта в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию это юридическое лицо должно иметь счет в любом коммерческом банке Республики Абхазия для последующей своей деятельности. Ряд депутатов акцентировали внимание на поправке, касающейся многофункциональных комплексов, отметив, что необходимо точное, закрепленное законодательством определение данного понятия. В свою очередь, Кристина Озган проинформировала депутатов о ходе совместной работы над проектом соглашения с российской стороной. Итоговая редакция проекта соглашения была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации еще в 2023 году. Соответственно, еще до принятия соответствующего закона Народным собранием парламентом Республики Абхазия об обязательном информировании парламента о принятии или рассмотрении проектов международных договоров. Соответственно, следуя логике данного закона, правительство направило в адрес парламента в порядке информирования проект соглашения, который уже, итоговая редакция которого фактически была утверждена соответствующими распоряжениями правительства Республики Абхазия и правительства Российской Федерации. Как вы знаете, и в одном, и в другом тексте распоряжения дается право, соответственно, Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству экономики Республики Абхазия вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Следуя логике такого положения, предусмотренных в 2 распоряжениях правительств 2 стран, 2 предложения
депутатов были согласованы. Сразу скажу почему. Что касается вопроса возмещения НДС, как вы знаете, в проекте соглашения не был указан размер льготы. То есть у нас было предусмотрено только право на возмещение НДС, а, соответственно, размер этой льготы, то есть это 100% или 50%, там, соответственно, не был предусмотрен. С учетом того, что мы с вами предварительно этот вопрос обсуждали, данная поправка, которая была принята российской стороной, она, в частности, носит уточняющий характер и не имеет принципиального характера, поэтому она и была поддержана российской стороной. Соответственно, в этом смысле мы достигли согласия. Аналогичная ситуация с формулировкой «иные объекты размещения». Иные объекты размещения – понятие слишком широкое, не носит конкретный информативный характер, поэтому с учетом того, что данная формулировка не конкретная, при ее исключении речь не шла о внесении изменений принципиального характера в этот проект соглашения. Поэтому, соответственно, российской стороной данная поправка также была поддержана. Что касается понятия многофункциональный комплекс в сфере туризма, прошу на это обратить внимание, у нас в соглашении заложено это понятие многофункционального комплекса исключительно касаемо объектов туриндустрии, то есть в сфере туризма. Поэтому, учитывая, что речь идет о конкретном виде, а это уже является исключением принципиального характера. Поэтому российская сторона без внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации данную поправку не могла принять, соответственно, и мы не смогли достичь в этом смысле согласия. Обсуждение ратификации соглашения вызвало активную дискуссию в стенах парламента. Депутаты, в частности, высказывали опасения не только относительно определения многофункциональных комплексов, но и рисков для местного бизнеса. Кристина Озган проинформировала парламентариев о готовящемся законопроекте, направленном на обеспечение мер поддержки малого и среднего бизнеса. Депутат парламента Беслан Халваш отметил, что депутатским корпусом будут инициированы проекты законов или же поправки к существующим законам, которые обеспечат местным предпринимателям инвестиционные преференции. Выровнять условия осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и нашими гражданами. Мы за этим будем очень сильно наблюдать, осуществлять надзор за этой деятельностью. И в данном случае в нашем бюджетном комитете рассматриваются проекты внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности, которые позволит нашим предпринимателям, для наших предпринимателей существенно облегчить налоговое бремя для ведения бизнеса или для осуществления инвестиционной деятельности. В данном случае, что касается непосредственно создания отдельных условий для местного бизнеса, фактически мы уже на следующей неделе завершаем уже третий этап согласования законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса, который мы планируем уже до конца этого месяца внести на рассмотрение в Кабинет министров и, соответственно, в администрацию президента для последующего представления в парламент, где как раз фактически предусматривается определенный набор инструментов, предусматривающих поддержку малому и среднему бизнесу. Депутаты парламента также акцентировали внимание, что в Народном собрании ведется работа по урегулированию вопроса, связанного с многофункциональными комплексами. Меня очень сильно беспокоит, люди 30 лет последние в тяжелейших условиях осуществляют деятельность свою хозяйственную здесь, в нашей стране. И я бы не поддержал никакие решения, которые будут им мешать, и какая-то неравная конкурентная среда, какие-то монополии, которые разорят наш местный бизнес. Именно по многофункциональным комплексам сегодня в стенах парламента ведется соответствующая работа. Я думаю, что по этому вопросу будет принято и решение соответствующее. Исходя из этого, уже на сессии будет приниматься правильное и нормальное решение для того, чтобы сделать нужное, полезное для нашего общества, для нашей страны, для нашего государства. Депутат парламента Леонид Лакербай, являющийся членом профильного комитета, отметил, что будет голосовать за ратификацию соглашения с учетом определения понятия многофункциональных комплексов. Я сегодня, глядя на тот вариант соглашения, который, был подписан, могу согласиться
на все, вот кроме понятия вот комплексов. Значит, почему? Потому что действительно у нас получается так, что мы не так давно рассматривали закон об апартаментах, да? Фактически парламент его отклонил. Значит, по тем процедурам, которые у нас есть, мы где-то год не можем возвращаться к этой процедуре по новой, да? Но в данном соглашении, если не конкретизировать, что апартаменты не являются разновидностью этих комплексов, получается, мы еще в большей степени облегчаем режим и создаем режим наибольшего благоприятствования тем, кто будет апартаментами на всей территории с сложением таких сумм. Поэтому, конечно, вот здесь вот нам надо продумать. Я говорю свою позицию. Я буду голосовать за этот документ, но при условии урегулирования вот этой позиции. Да, потому что апартаменты не могут быть, значит, включены в понятие многофункционального комплекса с учетом вот этого соглашения. И вот если мы хотим избежать при всех плюсах вот этих дел, значит, антимонопольное законодательство нам надо форсированным, самым что ни на есть образом делать. Дорабатывать и вводить, потому что действительно тут есть риски серьезные. И как стыковать интересы отдельного каждого жителя и того, кто формирует наш бюджет в конечном итоге. Это очень важно. В завершении заседания профильный комитет единогласно рекомендовал к рассмотрению вопрос о ратификации межправительственного соглашения на следующей сессии парламента с учетом определения точных формулировок. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анква принял главу миссии МККК в Абхазии Чингиза Раимбекова и его заместителя Бориса Казанба. Обсуждались вопросы, связанные с поиском пропавших без вести, взаимодействием Международного комитета Красного Креста с Комиссией Республики Абхазия по пропавшим без вести в период Отечественной войны. Представители МККК также рассказали премьер-министру о планах работы миссии в Абхазии. Александр Анква отметил важность деятельности миссии по поиску пропавших во время войны и вновь подтвердил готовность к оказанию содействия со стороны представителей власти. Утром 8 ноября в здании СОИ произошел пожар. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 2 и 3 этажи нефункционирующей части учебного заведения. Была опасность возгорания кровли, перехода пламени на другие части здания института. Оперативным действием 2 пожарных расчетов и 1 спасательного отделения огонь был локализован. В селе Кындых восстанавливают памятники погибшим в Великой Отечественной и грузино-абхазской войнах, а также строят спортивную площадку. Средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Гугут Савардания расскажет подробности. Село Кындых славится своими героями, защитниками Отечества, участниками национально-освободительного движения. В память о ветеранах Великой Отечественной и грузино-абхазской войн, жертв репрессий, здесь в 2004 году началось строительство мемориального комплекса, который был торжественно открыт в 2010-м. Но время не щадит камень. Внешний вид памятника устарел. Мемориальный комплекс нуждался в ремонте. Она уже превратилась в негодность и как-то... И мы решили как-то ее восстановить, и обратились к государству, и они откликнулись, пришли, людей прислали, посмотрели, выделили деньги, сумму. Сметная стоимость проекта 6 миллионов 262 тысячи рублей. Администрация села Кындык также ежемесячно выделяет около 150 тысяч из собственного бюджета на благоустройство и уход за мемориальным комплексом. Подобные масштабные работы памятника проходят впервые. Большая их часть уже проделана. Заказчик работ — Управление капитального строительства, подрядная организация «Мир камня». Восстановление мемориального комплекса в селе Кинги мы начали 20 августа. Провели демонтаж старой плитки, керамогранит там был постелен, частично заменили бетон. Сейчас занимаемся частичным усилением бетона. И впоследствии будет уложена гранитная плитка. Плитка привезена из Индии, это камень натуральный, 400 квадратов.
Ремонтные работы мемориального комплекса при благоприятных погодных условиях планируют завершить к 10 декабря. В центре села Кындык при финансовой поддержке предпринимателя Максима Обжания также идет строительство спортивной площадки, где жители села смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, здесь скоро появится часовня и музей. Обжания Максим Асланович говорит, я хочу чем-то помочь вам, говорит, и вот это я могу сделать. Взялся за это дело, мы место показали, здесь все ребята собрались и очень благодарны. Уже залита площадка, установлены опоры. Работы планируют завершить в течение недели. Гугуца Вардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В Абхазии уже с октября месяца стартовал мандариновый сезон. Активно производится коммерческий вывоз цитрусовых из нашей страны в Российскую Федерацию. По данным таможенной статистики, наблюдается ежедневное увеличение объема вывозимых цитрусовых плодов. О порядке оформления коммерческих и некоммерческих партий цитрусовых и о правилах ввоза их в Россию в репортаже Уляны Рожковой. В связи с благоприятными погодными условиями сезон сбора и вывоза цитрусовых плодов в этом году начался значительно раньше, чем в прошлом году. По данным Министерства сельского хозяйства, в этом сезоне планируется собрать порядка 37 тысяч тонн цитрусовых. Часть урожая предполагают реализовать на внутреннем рынке, тогда как значительные объемы будут вывезены в Российскую Федерацию. По данным таможенной статистики, наблюдается ежедневный рост объема вывоза цитрусовых плодов, среднедневной показатель вывоза которых составляет порядка 200 тонн и еще не достиг своих максимальных значений. На сегодняшний день уже экспортировано 2600 тонн, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 590 тонн. В целях превентивного реагирования на вопросы, возникающие в связи с вывозом цитрусовых плодов, в Государственном таможенном комитете был проведен ряд встреч. Так, в начале октября была проведена встреча с основными экспортерами цитрусовых плодов, а позднее с руководством Краснодарской таможни. В результате проведенных рабочих встреч были достигнуты договоренности, направленные на усиление взаимодействия приграничных служб в период цитрусового сезона и содействие ускорению прохождения таможенной границы. В целях оказания дополнительного содействия вывозу коммерческих партий цитрусовых плодов был принят приказ об упрощенной форме таможенного декларирования сельскохозяйственной продукции, общий вес которой не превышает 1 тонны. А при вывозе цитрусовых больших объемов необходимо подать в таможенный орган республики декларацию с приложением товаросопроводительных документов. В случае вывоза цитрусовых плодов свыше 1 тонны участнику внешнеэкономической деятельности необходимо подать грузовую таможенную декларацию в таможенный орган Республики Абхазия с приложением следующих товаросопроводительных документов. Это внешнеторговый контракт, транспортные документы, сертификат соответствия, фитосанитарный сертификат, сертификат происхождения товаров и иные документы, подтверждающие сведения, заявленные в грузовой таможенной декларации, а также необходимо уплатить таможенный сбор за таможенное оформление в размере 0,1% от таможенной стоимости экспортируемых цитрусовых товаров. Физическое лицо может вывезти в Российскую Федерацию 5 килограмм цитрусовых без наличия сопроводительного документа. При ввозе до 25 килограмм для личного пользования необходимо предоставить фитосанитарный сертификат, выдаваемый Государственной инспекцией по карантину растений. Ульяна Рожкова, Нарсол Цулуке, Абхазское телевидение. Центральная библиотечная система Сухума пополнилась уникальным книжным фондом. Дом Москвы передал в дар 3000 книг, среди которых произведения русской классической литературы, учебные и детские издания, а также редкие книги, посвященные истории, культуре России. Теперь у жителей и гостей столицы есть возможность ближе познакомиться с русской культурой, расширить свои знания и обогатить внутренний мир. В торжественной церемонии передачи книг приняли участие представители Дома Москвы в Сухуме и руководители Центральной библиотеки, отметившие значимость этого события для укрепления культурных связей и просвещения. На самом деле хочу поблагодарить за оказанное доверие, потому что мы были не знакомы. Эта заявка у нас случилась совершенно случайно. Нам предоставили список. В основном это была литература для школьников, но, как мы видим, книги лежат и для взрослой аудитории. Поэтому будем рады, если горожане придут и ознакомятся с этим замечательным
набором. Мы ждем читателей примерно после Нового года, особенно юных читателей. Очень много детской хорошей литературы художественной. Да. И кроме того, еще у нас ведь читают дети отдыхающие, которые приезжают из России. Они со списками для внеклассного чтения приходят в наши филиалы. Мы очень благодарны министру правительства Москвы, руководителю департамента внешнеэкономических международных связей Черемину Сергею Евгеньевичу и генеральному директору издательства ООО «Дар» Переслегиной Нине Сергеевне очень благодарны. В зале Государственного музея боевой славы Ардзинба состоялся концерт хора «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Глинки. Хор в нашей стране впервые. В организации их гастроли помог благотворительный фонд «Абхазия». Санкт-Петербургский хор «Перезвон» приехал в нашу страну в рамках культурного обмена между Россией и Абхазией. Их трогательное исполнение, зал среди которых присутствуют учащиеся и преподаватели музыкальных училищ Абхазии, слушают с замиранием сердца. Хор «Перезвоны» детской школы искусств имени Глинки создан в 2008 году. Участники коллектива – дети 4-9 классов хорового отделения школы. За время существования хор зарекомендовал себя как яркий концертный коллектив. В течение последних лет хор удостоен 25 гран-при всероссийских и международных конкурсов. Коллектив выступает сольными концертами как в родном Санкт-Петербурге, так и во многих городах России. Репертуар коллектива многообразен и включает в себя музыку различных эпох и стран. В рамках культурного обмена хор был приглашен в нашу страну. Благотворительный фонд «Абхазия» при поддержке главы государства поддержали эту замечательную идею. К нам обратилась группа людей, молодых ребят из Абхазии, с просьбой о том, чтобы мы поддержали приезд детского хора «Перезвоны» из города Санкт-Петербург. Я обратился к президенту, и президент всецело поддержал данный проект, профинансировав его полностью. У нас очень тесные и дружеские связи с городом Санкт-Петербург, и в первую очередь именно поэтому мы решили оказать содействие в этом проекте. Также нам оказал содействие вице-губернатор города Санкт-Петербурга Кирилл Валентинович Поляков, очень близкий друг нашей страны. Народные и всеми известные детские песни, а также сочинения современных авторов звучали сегодня в стенах Музея боевой славы. Современная музыка в исполнении детского хора – одна из ярчайших сторон. Руководит хором Лариса Яруцкая, заведующая кафедрой академического хора. Она признается, что очень рада сотрудничеству Абхазии и России. 9 ноября «Перезвоны» выступят вместе с хоровой капеллой Абхазии в Государственной филармонии. И, конечно, мы очень хотим продолжения сотрудничества. Мне представилась невероятная возможность. Я вот эти 2 дня работала с Государственной капеллой Абхазии, которой руководит Надар Викторович Чебан. И мне чрезвычайно приятно, что завтра будет еще и возможность спеть концерт, управлять этим хором. Поэтому, видите, как бы здесь не только я свой коллектив привезла, но и уже, можно сказать, действительно очень близко подружилась вот с коллегами, с музыкантами, которые представляют именно местную хоровую культуру. Поэтому я уверена, что мы сотрудничать будем и дальше. Сотрудничество в рамках культурного взаимодействия является важным инструментом для создания более тесных и богатых отношений между странами. И сегодняшний концерт юных талантливых ребятишек тому подтверждение. Ульяна Рожкова, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17 градусов, температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.